является программа обучения. Медресе также. Учебная литература должна соответствовать программе обучения. Каким же целям служат? То есть это зависит от целей обучения программно. Каким же целям служила академическая медресе? Или традиционный, лучше говорить сейчас уже. Традиционный медресе. Известный специалист по истории системы образования татарской медресе имперской России Махмутова пишет, что медресе представлял собой повышенную школу и преследовала цель подготовить муадзинов, имамов, хатыбов, факихов, галимов, мугалимов, мударисов, казиев и муфтиев, которые были бы вполне знакомы как с требованиями времени, так и с науками веры и жизни, чтобы иметь возможность указать конным пути и другим. То есть это были духовные учебные заведения, призванные готовить богословов, знатоков мусульманского права и духовных руководителей мусульман. Традиционная программа медресе включала изучение не только религиозных дисциплин, она давала основы грамотности, письма, чтения, культуры, поэзии, гаита, например, мунаджата, литературы. Ученики медресе изучали морфологию, сарф и синтаксис арабского языка, логику, мантык, философию, хикмет, догматику, акаид или калям, мусульманское право, фикх и другие. В ходе изучения фикха студенты медресе обучались, например, ориентированию на местности для определения сторон Каабы, что являлось непременным условием для действительности молитвы, также для правильного расположения могил согласно требованиям религии, например. В ходе изучения фараид проходили 4 арифметических действия для правильного распределения наследства между родственниками. Также проходили некоторые особенности анатомии женщины и мужчины при изучении некоторых вопросов фикха, например, определение пола человека, половой зрелости, времени беременности, грудного кормления, менструальных и послеродовых циклов. То есть все это изучалось в ходе изучения науки исламской права фикх. Только мектебе и медресе удовлетворяли потребностям любого мусульманина того времени, который хотел научиться основам грамотности читать, писать и считать. Программа академического медресе, значит, была направлена на формирование мусульманского мировоззрения, основанного на вероучении ислама в соответствии с положением ханафитской правовой школы, традиции Маварин Нахра, то есть Средней Азии, и матуридистской богословской школы. Что же является целью обучения современных медресе? Если сравнить, почти одно и то же, то есть цели поставлены такие же. Основная образовательная программа среднего профессионального религиозного мусульманского образования, базовой подготовки, которые в медресе наши, например, как направлена на формирование мусульманского мировоззрения, основанного на вероучении ислама в соответствии с положением ханафитской правовой и матуридистской богословской школ на базе общегражданской российской идентичности с учетом традиционных ценностей поволжских татар. Основная образовательная программа медресе современного базовой подготовки обеспечивает подготовку высококвалифицированных религиозных служителей и религиозного персонала мусульманского вероисповедания. То есть цели более узкие по сравнению с целями академических традиционных медресе. Программа академического медресе была аналогична программе бухарских высших учебных заведений, так как мударисы, учителя, преподаватели обучались в Бухаре хотя бы 2-3 года перед тем, как приступить к обучению в татарских медресе. Кроме некоторых отличий. К некоторым отличия состоят в том, что в бухарских медресе не учили сарф, то есть морфологию начального уровня, не учили по грамматике книги Шарх аль-Мудраш. Многие темы не проходили из Шарх аль-Джами. Аль-Кафия – это по грамматике арабского языка. Не проходили Шарх аль-Тафтазами по богословию и Китаб аль-Сулям по логике. Вместо них в бухарских медресе добавлялись чтение примечаний, хашия, особенно по богословию, акаид, каляму и дополнения к этим книгам. В Бухаре не изучали книги по этике, по ахляку, в отличие от наших медресе традиционных. В наших традиционных медресе изучали отдельно книги по ахляку, по этике. 3 книги указываются.
Ширгат аль-Ислам, Ат-Тарика аль-Мухаммади и Айн аль-Ильм. И по фикху также в бухарских мадресе не изучали Мухтасар Кудури по исламскому праву. У нас в мадресе, в татарской мадресе изучали Мухтасар аль-Кудури. В академических мадресе производилось чтение рассказов на тюркском, которое впоследствии было заменено джадидистами на чтение произведений по вероучению, поклонению исламскому праву. То есть в академических мадресе изучали чтение письмо по рассказам, по тюркским рассказам, которые, наоборот, например, джадидисты заменили, наоборот, книгами на старотатарском, но по религиозным дисциплинам, с религиозным содержанием. В академических мадресе все книги преподавались в академических мадресе на арабском и персидском языках. Потом только начальные книги по морфологии, сарфу и некоторые книги по грамматике арабского языка были переведены на тюркский и начали преподаваться на татарском, на тюркском языке в джадидистских мадресе. Не было специальных традиционных мадресе, не было специальных дисциплин, то есть как дисциплина арабский язык, там тафсир, фих, хадис, которые были введены как отдельные дисциплины, отдельные предметы джадидистских мадресе. Обучение проходило по книгам, а не по предметам старых мадресе. Теперь в современных мадресе мы преподаем попредметно классно-урочной системы и по предметам, а не по книгам. Традиционные мадресе обучали по книгам, по строго определенным фундаментальным книгам. Также в старинных мадресе, традиционно академических, велось обучение логики, которое было заменено на обучение акаид, вероубеждения в джадидистских мадресе. Тут тоже мы уже говорили, что вот академические это было старым, плохим, а джадидистские новым, но насчет этих предметов, например, насчет логики, философии, в академических мадресе очень большое внимание уделялось, и много книг проходили по философии и по логике. По 3-4 книги по логике, например, проходили. Но эти предметы были, то есть в джадидистском мадресе уже были отменены. Эти предметы не преподавались. Логика и философия. А вместо них вводили светские, как арифметика и так далее. В академических мадресе обучались по старинным фундаментальным книгам, тематика и объемы которых были очень большими. Поэтому и срок обучения был большим. Примерные сроки освоения образовательной программы академических мадресе было в наших татарских мадресе по 10-15 лет полный курс. Это как современная школа плюс техникум или институт, полный курс, то есть. А мадресе Бухара составляла до 21 года, то есть если он поступал в 7 лет, то где-то 27-28 лет, если он хорошо учился, проходил эти книги и сдавал устазу, то он заканчивал курс. А в современных мадресе срок обучения 2 года и 10 месяцев. То есть даже если просто арифметически смотреть на эту разницу, станет понятно, что современные мадресе никак не могут из современных мадресе выходить ученые по исламу, то есть богословы, такие, например, как например, некоторые светские ученые говорят, вот наши мадресе должны быть, то есть трехгодичный мадресе должно быть таким, чтобы оттуда выходил ученый как Марджани или Бауди, то есть это вообще невозможно, немыслимо. И по срокам обучения, и по книгам, которые они проходят, теперешние мадресе, например, их образовательный уровень можно сравнить с начальным уровнем древних мадресе, то есть как мектебе, чуть больше может как мектебе, такой уровень подготовки современных обычных трехгодичных мадресе. И теперь конкретно, что будет время. Можно перечислить немного, да. В процессе обучения в современных мадресе в основном используются не оригинальные фундаментальные книги, а переводы современных мадресе. При переводе религиозной литературы имеются грубейшие ошибки, например, переводы, которые дают нам как учебные пособия, мадресе, например, у нас вот как раз Карибулин Пайдар Хазрат исчез. Эти
вопросы, конечно, касаются особенно их. Например, многие переводы, используемые в современных мадресе, во многих переводах указаны авторы. Мы не знаем, кто его перевел. Вообще не знаем. Мы знаем, что это выпустила типография Худур, то есть издательство, а кто его выпустил, кто его переводил, то есть без понятия. И поэтому в этих переводах имеются грубейшие ошибки при сравнении с оригиналами, то есть на арабском языке, что приводит к безответственности авторов, распространению ложных представлений о канонах, положениях религии ислама. Примеры просто приведу. Например, русский перевод книги по дисциплине фих нам предложили, то есть в стандарте указано, что Нур аль-Ида, книга по фиху. Вот этот перевод имеет сноски от неизвестного автора перевода, такие, например, как, что железный предмет, если в него попала скверна, следует 3 раза прокаливать. Муттахаздара, парнан сугатара, бишта кошлай кешкина, то есть только после этого оно становится чистым. То есть для меня это вообще новость такая. Вообще для мусульман это новость. И также, например, имеются сноски автора неизвестного, что стиральная машина не ощущает одежду от скверны. Стиральная машина не ощущает от скверны. То есть, если мы постирали одежду в стиральной машине, наш намаз недействительный. Такие вообще непонятные такие вещи творятся. Также, например, отсутствует раздел паломничества. Хотя в УМК указано, что мы должны пройти паломничество, нас обязывает, например, литературе, в которой нет вообще раздела паломничества. Вообще не перевели, оставили. Поэтому временная конъюнктура, кадровые изменения в религиозных организациях, изменения законов, связанных с религиозными организациями, изменения законодательства в образовательной сфере также очень сильно влияют на образовательный процесс современных мадресе и в том числе на изменения учебной литературы. Также, например, в современных начальных мадресе не предусмотрено, то есть в курсах воскресных, не предусмотрено изучение арабского языка. А в средней мадресе по стандарту уже предусмотрено изучение грамматики арабского языка, начиная с 1-го семестра на арабском языке. Это противоречит дидактическому принципу от простого к сложному, делает процесс обучения сложным и для студентов неинтересным. Качество религиозного образования, учебной литературы, подготовленность преподавателей и абитуриентов, конечно, с каждым годом прогрессирует. Если в конце 20 века, 90-х годах, в медресе преподавали только по книгам «Приведать исламия», «Шифахия», «Джавамир Карим Шарха», «Фантаджид», «Муалимся не 5 книг», например, то теперь по этой литературе обучаются уже в основном в воскресных курсах. В медресе эти книги уже не преподают. А теперь конкретно мы можем сравнить учебную литературу современных и традиционных калибрских медресе. Где-то было. Просто рассмотрим. Например, по морфологии, по сарфу в современных мадресе учебники университета, подготовительный по арабскому языку, университета Рияда, то есть Саудовской Аравии. Там много книг, вот 3 книги по 100-150 страниц по морфологии, по сарфу на арабском языке. Старинные преподавали под кадимийской мадресе, это татарской мадресе. Сарф бидай называется. Также вот в русских статьях, это на русскоязычных, указывается, что он неизвестный автор, хотя автор у него оказывается известный для ханафитских мадресе. И вот, когда искал вот эти академических мадресе, что преподается, набирал в Google, в Яндексе невозможно найти, но в Google выходит, например, арабский. Нашли вот это Дарул Улум Диабан Индия. Это самый известный университет, исламский университет после Асхара, для ханафитов. Это в Индии находится, город Диабан, недалеко от Дели, и там есть исламский институт. И вот когда сравнили, потом посмотрим, вот по сарфу, например, 1 в 1 почти. Сарф бидан. Автор у него оказался, что это Мирсаид, так, здесь я не указал, а вот Мирсаид Шариф Аль-Джурджани. В 816 году по хиджре он умер, то есть очень древняя книга. И вот в современном, самом известном ханафитском
учебном заведении, которое находится в Диабан, Индия, Дарул-Улум называется, и оно автономное, как у нас, то есть это не государственное, оно существовало где-то почти сейчас 200 лет, основанные мусульманами и автономные образовательные учреждения, не зависящие от государства или от политики. Вот у них совпадает. И также, например, Джамалиддин ибн Хаджиб, Эш-Шафия, книгу преподавали в нашем мадресе, и точно такая же книга в настоящее время преподается в этом вузе Дарул-Улум. И потом дополнительно у них, конечно, еще есть дополнительные книги. Дальше, если посмотрим, хорошо, теоретическая грамматика арабского языка, точно так же учебное пособие по программе саудовских университетов. Здесь в современных мадресах нам предлагают, хотя этих книг нету, поэтому мы или по старым учебным программам эти предметы преподаем. А вот, например, у нас в старинных мадресах Ауамиль аль-Джурджани по грамматике арабского языка вот совпадает в индийском Дарул-Улум, исламском университете, точно это же преподают. Также, например, Кафия, ибн Хаджиба, и здесь тоже Кафия преподают, и здесь тоже, вот если посмотрим, я специально вот одним цветом указал, что все это совпадает с современными книгами, которые преподаются в Дарул-Улум в городе Диабан, Индия. Ну, там, конечно, дополнительно вот здесь две книги, а здесь вот у нас преподаватель Шах аль-Мудаш, который там не преподает. Дальше, если пройдем, просто посмотрим. Вот рассматриваем, это татарский мадресе, это вот современный исламский университет в Диабане в Индии, а у нас вот, это по логике, например. По логике у нас вообще не было предмета, но вот недавно по новым стандартам в Индии Ахмад Хади Махсуди «Восточная мусульманская логика» на русском языке, очень короткая, а вот смотрите, сколько книг, например, какие книги преподавали в старых татарских мадресах. Точно такие же преподают. Вот 4 книги, и все они совпадают. Азим Асхад-Шуштайн, вот это фиолетовый, вот тоже. Все 4 книги совпадают с учебными, которые преподают сегодня в Исламском университете Ханафитском в Индии. По философии, например, вот в современных мадресах, как философии, нету никаких предметов, дисциплин. А вот в старинных мадресах и вот сегодняшних мадресах, ханафитских вузах преподают философию. Усуль-уль-фикх вот тоже совпадает, вот обе книги совпадают. Одинаковые. Аль-Калям и Ракай. Так, у нас вот Ракай, Тахавия, Шархан, Баберти, это постоянно у нас меняется. Недавно мы преподавали, то есть 5-6 лет, такой же Акида Тахавия, но Шархан, не соответствующий ханафитскому мазхабу. И вот сейчас мы преподаем по этой книге с другим шархом, с другими комментариями. А вот если посмотреть старинные татарские мадресе и современные вот этот Дарул-Улум университет, вот одинаковые. Можно дальше. Вот совпадает у них программа. Поэтому, если коротко, может просто вот по свету все одинаковые. Вот здесь Кудури только совпадает, по фикху. Кудури. Но она не является основной книгой. Основная книга, вот это Нур-Илах по поклонению Гайдадат на русском языке. Как я уже сказал, там грубейшие ошибки есть и сноски автора неизвестного, который вообще, то есть, разуму противоречит. Вот все одинаковые. Вот Аль-Хисаб, можно немножко остановиться. Вот в современных индийском университете преподают вот много книг по арифметике, по хисаб. Но так как у нас уже студенты после школы, то есть они не нуждаются, поэтому это правильно, что у нас нету таких предметов отдельно. И в старых татарских мадресах отдельно арифметика не преподавалась. Это зависит тоже от того, что Индия была известна уже с древнейших времен, что наука математики там была очень развита, и арабские цифры это не арабские цифры, а индийские. Поэтому и современные по математике ученых много в Индии, и у них вот в мадресе тоже в Исламском университете тоже смотрите, сколько книг, вот 4 книги по арифметике, по математике, и в настоящее время преподают. По риторике вот у нас нету, у них есть. Риторика это по арабскому баляру называется
По тафсиру вот одинаковые. У нас тафсир Байдавый изучали и тафсир Аль-Джалялей. В современном вузе точно так же. А вот нам предлагают тафсир Ат-Тантави, которого вообще нет, и современные авторы. И так далее. Просто прокрутили. Да. Некоторые выводы, какие выводы можно сделать, это может быть некоторые субъективные, надо это еще, конечно, посмотреть. Сравнивая учебные пособия и книги академической мадресе и современной мадресе, можно сделать следующие выводы. В академических мадресе используются старинные фундаментальные книги, современные мадресе современные книги. Книги академических мадресе оригинальные на арабском языке, некоторые на персидском, что способствовало быстрому изучению арабского и персидского языков. Как мы знаем, выпускники старых мадресе в совершенстве знали арабский и персидский, и даже писали стихи. Это именно светские ученые, даже филологи это знают. В современных мадресе отсутствует предмет философии. В современных мадресе, вот это тоже надо отметить, 5 предметов, из 22 предметов, 5 предметов связанных с историей, по каждому из которых по 1-2 учебных пособия, разработанных авторами без высшего исламского образования, вследствие чего в книгах имеются явные смысловые ошибки и высказывания, противоречащие исламской идеологии или здравому смыслу. Получается, если из 22 предметов дисциплин 5 по истории, получается, как будто мы готовим историков, а не религиозных деятелей. Вот это тоже интересно. И, то есть, какие цели это преследовало, каким целям служит, я, например, не могу понять, надо это изучить, конечно. В современных мадресе 9 предметов, никак не связанных с исламской религией. Вот говорят, у нас вот академия будет, академиков, то есть по исламской науке выпускать будут. Но если из 22 предметов мадресе 9 предметов, они вообще не связанные с религией, и которые некоторые изучают по школьной программе, то есть как они могут, как выпускники мадресе могут продолжить обучение в академии, например, булгарской. Это тоже. Если бы они обучались, вот как мы указали, в вузах ханафитской, например, в Индии, то они, да, они могут уже сегодня приехать, например, обучать студентов сами или писать, например, докторские. Но выпускники наших мадресе не могут, не готовы продолжить обучение, например, в исламской академии. Книги академических мадресе университетского уровня разработаны для индивидуального, проблемного, дискуссионного обучения, а современных мадресе книги начального уровня в основном для начальных мадресе разработаны для классно-урочной системы образования. И некоторые рекомендации, например, после анализа. Литература, преподававшаяся в академическом мадресе Поволжья, соответствует литературе современных религиозных вузов Индии и Пакистана, ханафитского направления. Необходимо изучить и использовать опыт работы университета, вот указанного Дар-аль-Улюм, для улучшения качества обучения в современных мадресе Поволжья, для конкурентоспособности и конвертируемости образования в мадресе учебная литература должна соответствовать общепризнанной в исламском мире и в частности у ханафитов. То есть наша литература ни в какое сравнение с общепризнанными в исламском мире не соответствует. Преподавателям и выпускникам мадресе должна быть предоставлена возможность обучения или стажировки в признанных ханафитами известных исламских вузах. Нам хотят запретить, например, это. Они говорят, что, то есть, ставят задачи, что у нас должны выходить, например, из академии уже такие ученые, которых все мусульмане в мире признавали. Но такого не будет, пока не будет обучения и за рубежом, и стажировки, и обмена опытом. Обучение должно быть не только практически направленным, необходимы и теоретические знания для шакирдов, поиск знаний, обучение, изучение обучения является одним из главных требований исламской религии. Нужно уделить больше внимания на изучение книг по логике исламской философии. Разработчики учебной литературы для мадресе переводов должны иметь высшее религиозное и педагогическое образование. А то у нас пишут книги для мадресе, как мы уже говорили, не знаем ни авторов, ни переводчиков, и такие явные ошибки в переводах и по смыслу, и языковые, и
смысловые. Литература по светским дисциплинам должна быть адаптирована для медресе. Например, педагогика, психология, она необходима, мы считаем, потому что выпускники, мы готовим преподавателей, но она должна быть адаптирована. А пока мы изучаем книги, которые писали, например, в советский период, у них идеология вообще другая, и поэтому несоответствие с целями и задачами религиозного образования, целей и задачи этих учебных пособий. Рахмат. Позвольте. Я, как знаете, 20 лет занимаюсь издательской деятельностью, возглавляю на сегодняшний день крупнейшее издательство под названием «Медина». 700 книг мы издали за эти последние годы, если кто не знает. Вот соглашаюсь полностью с вашей критикой и хотел бы узнать, а где взять вот авторов и переводчиков, которые квалифицированно смогли бы переводить ту литературу, о которой вы говорите? Это первый вопрос. И второй вопрос. Критиковать это хорошо, а когда на практике ты ко всему этому соприкасаешься и занимаешься это практически ежедневно, постоянно, с этими текстами средневековыми, переносишь их на русский язык, понимаешь, какая-то рутинная, тяжелая работа. И второй момент. Если мы ратуем за то, что восстановить программу учебных заведений по академическому пути или по академической традиции, как сопоставлять современную, допустим, науку, современные понятия светского государства, современные понятия гендера и другое, не буду заходить уже куда-то в дебри, с вообще современными реалиями. Вот ваш коллега, первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, публикацию за публикацией пишет на примере имама Аль-Кудури, который вы приводили в качестве некого учебного пособия. Вещи, которые, наверное, в светском обществе не совсем, не то что не будут приняты. Я, как редактор серии «Ханафитский фикх», «Аль-фикх уль-ханафи фи таубих аль-джалид», прекрасно понимаю. Вот уже 3-й год редактирую 3-й том. Как раз тему муамалята, тему джихада, джизью и все, что с этим соотносится. В руки беру, опять бросаю. Беру, бросаю. Беру, не могу продвинуться. Почему? Потому что знаю, если я это переведу и издам, 2 могу не отделаться, как Пусирай. Тут и 5, и 10 может мне светить за перевод и как главного редактора этой книги. И вот тогда я для себя, как редактор, как переводчик, должен принять какое-то решение. Или мне нужно самому ревизией заниматься, самому резать кудури, или другого автора, как я считаю правильным, нужным, чтобы это соответствовало современному законодательству Российской Федерации. И как быть, Хазрат? Вот хотелось бы слышать ваше компетентное мнение, как сопоставить светскость, современные переводы и средневековых авторов, чтобы не сесть в тюрьму, в лучшем случае. Чтобы не сесть в тюрьму, у меня были некоторые, например, в зависимости от цели возникают результаты. При влиянии политики и конъюнктуры направление образования будут в корне отличаться. Вместо изучения религии основным может стать борьба, профилактика, узконаправленная интерпретация религии, религиозных постулатов и канонов. Из одной крайности в другую крайность получается. Чтобы такого не было, надо изучать фундаментальные книги, а не комментарии или интерпретирование современных ученых, или тем более советских востоковедов или светских современных вузов. То есть цели и задачи не должны, цели и задачи религиозного исламского образования, например, заказчика, потребителя, мусульман, например, и государства в корне отличаются. И мы должны вот эти 3 собрать вместе. Да. И как? Вот я хотел бы услышать. Здесь у меня одно предложение, я вас перебью. У вас, конечно, правильно делаете, что на себя такую ответственность не берете из комментариев. Да? Но для этого нужен быть совет, шурот. Да? Вот при издательстве. Издательский совет должен быть. Он должен быть состоять из богословских людей, знающих историю, знающих грамматику и знающих основы ислама, не только основы ислама, всю глубину ислама. А так, одно вот комментарий, вот, к примеру, вот если я сейчас возьму вот одну из работ, да, я его, конечно, анализировать не смогу, я могу дать только перевод. И этот перевод будет
Это же не выпускники медресе и не шейхуль исламы, которые сами себе присудили звание муфти в квадрате, шейхуль ислам в квадрате и являются авторитетами. Есть понятие аттестационной комиссии, высшей аттестационной комиссии ВАД. Присуждают докторские диссертации, кандидатские. Сколько докторов, я спрашиваю, в России? Вот, Вот и всё. Поэтому мы предлагаем заниматься только переводами, хорошими переводами книг. А Сначала это первый вопрос сказать, где взять этих переводчиков как- профессиональных? Нет, коллеги, вот назовут позиции, да, Рафик Азарович. пример. Он уже, извините, Ага. он уже в своем выступлении сказал, с такой программой подготовки специалистов, да, мы не только богословов, мы хороших имамов без самостоятельной подготовки не получим, дополнительной подготовки. Это вопрос как раз к организаторам, разработчикам учебных программ, федеральных образовательных стандартов, исламских образовательных Совет стандартов. муфтиев. Совет муфтиев вот такой вопрос. Совет. Он же, вот вначале, вот жаль вас не было, он Не совет муфтиев точно. Но- Совет по исламскому образованию, да, стандарты, да, кто да. разрабатывает. Да. Отвечает Рафик Мухаммедович При Мухаммедович. совете муфтиев. Всё. Не при совете, к сожалению, нет. Поэтому вот вначале он как раз об этом сетовал в своем выступлении. Он говорил, вот что так-то так, вот, коллеги. Вот смотрите, вот с такой подготовкой мы, конечно же, богословов таких уровней, но Аялиддинов, к примеру, да, Шакирджан, мы не получим их, не получим. Он об этом и сетовал, говорил. Надо пересматривать все программы, все издательские вещи надо Нет, пересматривать. я согласен с этим, с его предложением. Какой там был? Все рационально. Вы перевод переводили. Я Нуру просто Лида. пути прошу, как их сказали. Нуру Лида. Нуру Лида. Нуру Лида. Хорошая книга, но перевод никуда не годится. Может, основной, например, это же религиозная книга, основной перевод там хороший идет, и вот такая вещь, что вообще несуразные такие Сравнение дается, да. противоречия разуму, даже вот такие вещи. Книга становится уже непригодной. И по ним тоже судят согласны. нас. Шулайбекин, Да. светские годы судят. Смотрите у них в мадресе, что преподают. Поэтому вот для этого и собрались обсуждать. Ну вот обсуждаем. Вот сейчас уже несколько тем, коллеги, да, в работе нашей секции уже несколько тем вырисовываются. Это первая тема, конечно же, посвященная вопросам джихадизма и кадебизма. Второй вопрос, вторая тема, он еще открыт, он будет продолжен. Инклюзивное образование, да, Шакирдов. Инклюзивное образование Шакирдов, вот это идет еще. И вот сейчас как раз вопрос был поднят по поводу учебной литературы, методической литературы. Рафик Азрат этой темой он уже не один год занимается, он 2 года анализирует эти работы. И он один из ведущих специалистов в Прикамском районе, за камерой. Поэтому надо прислушиваться. Жаль, что вот наш отдел образования не присутствует.